работает собака. Да. Что-то было, лает. Лаял. Что-то сидела, улетела. Прошел метров 700. Одно удовольствие с собаками. Пока еще снега немного. Да, Грек? Промойно. Где заходить? Я еще тяжелый весь такой. Здесь глубина под этой стороной, я понимаю. Да, вода растаяла за ночь. Вчера не было такого. Встали на лед. Ручей течет. Опасно. Лопатковка. Такой вот небольшой. Вот пусть, естественно. Но клюнул, уже радует. Ну, Грек лает, блин. В другом месте уже лает. До того места, где он лаял, с белкой не дошел. Видно, птица слетает. В другом уже поближе лает. Мелко. Вот здесь он может и клевать, между прочим. Вот. Ближе к телу. Собака до сих пор лает. Жалко, конечно. Но пилить. Ой. Идти не хочется уже. Ух ты. Вот это да. Вот он, смотрите, какой хороший. О. Хорошая рыба, смотрите, подошел. Да, мы на верном пути. Хорошо взял. Это поклевка, смотрите. О, поклевка. Эх ты, блин, оторвал его, блядь. Вот это поклевка. Что там? Стояла. На тебе. Собаки работают уже полчаса. Рыба пока так не клюет. Пойду прогуляюсь, наверное, до них. Кого они там держат. Вон собаки. Куница. На листвянке он сидит.
И что это такое? Вот и куница. Упорно так они ее. Уже минут. Вот это 5 куниц уже загнал. Убились под него. Вот она. Наверное, 6-я. Она сидит. Надо стрелять. Собаки перестанут потом ходить. Не люблю это дело, честно говоря. Рыбалка больше моя рыбалка, наверное. Теперь осталось забрать. Ну-ка сюда. Грек. Давай, Грек, сюда. Грек. И че упала она, ёпту? Давай, блядь. Где? Ну-ка, блядь, пизда. Вот пизда. Ну-ка, иди сюда, Грек, Грек, сюда. Я тебе, блядь. Ну вот. Жалко, да? Молодца, молодца, Грек. Куница. Молодца, молодца. Молодца, Грек. Ну, молодчина. Молодчина. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем, молодца. Молодец, пойдем. Блять, я тебе сейчас дам. Молодца, пойдем. Ты знаешь, что ты должен, блядь, ее есть, нахуй. Пошли, пошли, молодец. 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 Молодчина. Молодчина, молодчина, пойдем. Красавец. Молодчина, Грек, молодчина. Пойдем, у тебя сало с хлебом. Сейчас обязательно. А вторая собака схватила куницу и побежала с ней. Грек молодец, остановил, дал ей, молодец, пописи, дал ей звездюлей. И вот она побежала искать теперь сама дичь. Тоже ищет хорошо. Но Грек по кунице работает очень здорово. Молодец. Не знаю по шкуре, ну сезон начался, заготовки уже. Ну, не знаю, я тебе. Сезон заготовки идет. Уже шкура не так ценится, как раньше. Россия всегда ценилась соболями, мехами. Соболь, куница, это раньше было пушнина, а сейчас все уже, все рассыпалось, заготовок таковых нет, все разводят, все искусственно, выращенное в вольерах. Шкуры обесценились. Молодца, молодца, Грек.
Не зря потратил, да? Я полчаса своего времени. О, где-то проталинность. Оба нахуй, все. Вот дырка. Провалился. Смотрю здесь и провал сразу. Так, где нам обходить? Лед маленький. Оба-на. Так. Стоп. Все, льда нету. Грек. Чуть не провалился здесь. Прям собака заработала. Бутерброд. Прям. Лапу дает, нет? Все, давай. Вот, все. Заработал. Молодчина. Колбасу только есть, что? О, все, хлебушек не кушаем, да? Молодчина. Сало обещал собаке. Все, хватит. Идем на новый плюс. Может, там будет рыба, да? Ух ты! Вот, переставил удочку. Поклевка. Не заставил себя долго ждать. О, как вот так клюет он. Подсек, да? Мы сейчас не найдем его там. Пока не уколотый, да? Ну, давай. Ну, есть. Не надо. О, ты посмотри. А я прошелся удочкой, ни одной поклевки своей, представляешь? Ага. О, хороший. Очень даже неплохой. Такой вот красавчик. 3 штуки с лунки. Ага, клюнула вот на нее. О. Дрова нарублены. Собака отработала сегодня. Варим, кушать им побыстрее. Сейчас можем шкерить рыбу и делать вчерашнее блюдо, которое не сделали, макай-лакай из харюза. Ну что, у нас второй день рыбалки. Рыбалка у нас, не знаю, вроде бы день такой уже, 3-й день сегодня, южный, юго-западный, начал сегодня 3-й день, юго-запад был южный ветер, сегодня юго-западный, завтра будет меняться
на восточный, прям перемена такая сильная, прям снег повалил. Там пол второго начала чуть рыбка клювать. И корочка вот она. Печеночка. Без желчи. Завтра Сергей будет уезжать на охоту. Завтра я пешочком новые места пойду ловить. Показал на пальцах, куда идти. Буду пробовать. Сегодня отработала удочка одна, по-моему. Не как сторожки, а именно удочкой одной. Завтра возьму и сторожки, и удочку, и буду, в общем, импровизировать завтра. Будет клювать, и так поставлю, где поклевки есть. Потому что рыба совсем другая. Куда я езжу, на речке какие, рыба есть, хариус, он сразу клюет. Здесь ничего подобного. Удочка, может быть, постоял, подрочил, там кивочком, мормышечкой поиграл. Нет, поставил, через полчаса она ударит. Или глухозимье, или есть книга такая, почему не клюет рыба. Вот такой том. Одна из причин. Ну, по крайней мере, стрельнули куницу. День замечательный, свежий воздух, чаек попили, поговорили. Сейчас мы будем делать, начинаем готовить из птицы, из тетерки. Пока ехали сюда, стрельнули. Сейчас я действительно, сегодня вчера подъели еду немножко. Сегодня буду готовить макай-лакай. В простонародье называется она макай-макай. Ну, по логике вещей это макай-лакай, наверное. Чуть-чуть поменял название. Больше правдоподобная она. Вот она и корочка. И корочка вкусненькая просто. Так что так, не переключайтесь и смотрим, как она будет готовиться. Станция работает. На улице градусов 5 минус, наверное. Снегоход отдыхает. Рыбка чистится. Вот такие у нас харюза. Не маленькие. Всего одного отпустил на сегодняшний день. Не так много клювало, но тем не менее. Снимаем чешую. Итак, мы пошкерили, чешую сняли, 7 харюзов. Сковородочку поставили уже на плиточку, налили чуть водички. Погода замечательная. Идем готовить дальше. Вода закипает у нас уже. Накидаем этих харюзов. Можно кидать чувство воды будем добавлять, потому что блюдо называется макай-лакай. Но в лесу, чтобы больше было бульончика. Вот у нас и терочка уже сварилась практически. Не нужно никаких банок, никаких склянок с собой. Самый на тот продукт, самый вкусный. Это у нас собачка тоже. Не надо забывать про собачек, да? Белка. Правильно? Кто рябчика съел вчера, а? Кто рябчика облаял и съел вчера? Потому что добавляем. Только снял ее. Да, вот столько масла. Сколько у нас здесь? Ну вот такой кусочек. Хороший кусочек.
Кидаем масло. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Она растворится сейчас, ну быстренько растворится. Достаем сметану, без разницы, я думаю, в лесу без разницы какую, по жирности, не жирности. Ну, обязательно должна быть ложка деревянная, наверное, чтобы как поэты пишут стихи. Поэзия должна быть. Харюс у нас здесь, водичка, у нас здесь лучок, и у нас здесь должна быть сметана. Добавляем мы немножко перца. Не как гороха добавляем, как некоторые добавляют. Ну вот этого хватит, там штучек там 15 добавили. И еще штучек 5 потом еще добавили. И лаврового листа, наверное, вот таких маленьких листочков. Все, 5 минут и блюдо макай-лакай будет готово. Это блюдо тайги. Ну вот наш сегодняшний ужин. Неужели он не прекрасен, ребят? Все свое, которое мы добыли в лесу. Всем приятного аппетита! Что за ресницы? Что за порода у тебя такая? Гончая? Где я вас Гончая? покупал, бля? Где-то в Ускуломе где-то. Бровик. Ресницы, да, это? Или что это? Что такие длинные? Ресницы. Ничего себе. Так они по 5 сантиметров. Ты поэтому такая звезда?